На секундочку. Добрый вечер всем. Добрый Скажите, вечер. пожалуйста, Приветствую. с кем шел диалог? Я хочу... Кто Человек вышел. выступал? Вышел. Ну вот. Раз он вышел, во-первых, маршал Войла всем моим друзьям. Приходите свободные. По поводу того, как он переживает за то, что оттяпали, где оттяпали, что-то никто не говорит, что Англия поделила весь этот регион, так как она хотела, и оттяпала в Израиле все то, что она оттяпала. А чего вы не говорите вообще-то о Российской Федерации? Чего вы присосались к Ближнему Востоку? Что вас так это все колбасит, я не могу понять. Что хотите от Ближнего Востока? Вы что, арабы, евреи? Чего ты вышел? Давайте поговорим о оккупации Кавказа. Давайте поговорим об Вот я как оккупации раз с Чечни. Дардашем хотел поговорить. Давайте поговорим о том, какие Майош, зверства. этот человек уже вышел. Вы сейчас Да монолог будете мне, вести. чтобы те, которые внизу, чтобы слышали, свой нос не сували туда, куда не надо сувать. В том, где они вообще ноль, без палочки, да, оттяпали. Чего оттяпали? Мне интересно, а Ливан и Сирия и Иордания не оттяпали? Кто создал эти государства? Они вообще существовали нахрен? Там арабы сплошь и рядом, просто простые бедуины и арабы. Вы что себе возомнили? Христом Богом я не могу понять. Вы чего себе возомнили вообще? Куда вы лезете? Вернитесь на Кавказ, посмотрите, что там творится. То, что делают с молодежью, как эту молодежь просто используют. Вы куда лезете к чертовой бабушке? Правильно. Умница. Не, ну вообще у любого человека должно быть Я право на мнение. предупреждаю, вы наш Ближний Восток не схаваете. Мы вам будем стоять как кость в горле. Израиль вам будет стоять как кость в горле. Заметите все, что происходит у вас там. То, как используют Кавказ, то, как используют чеченцев, то, как настраивают чеченцев против всех и делают из них просто маджахедов. Вы о чем вообще думаете? Куда мир катится? А они, блин, сюда в Ближний Восток лезут. Мы сами со своими арабами разберемся. Это наш район. Алло, 29-й, отвалите. Не лезьте туда, когда не надо. Ноги Смотрите, сломайте тут, и голову Майош, сломайте. с вами тут можно поспорить, потому что, например, вы знаете, вот, допустим, вот, если мы жили бы, например, во время Второй мировой войны, то есть середина 20 века, да, и я бы, например, жил где-нибудь в Бразилии, да, я тоже могу сказать, что вон там какие-то действия в Европе, какой-то там Гитлер что-то там делает, это не мое дело, я тоже так могу сказать, но это было бы правильно. В смысле? Ну, давайте тогда, если правильно, давайте рассуждать по фактам. А если человек ноль, ну вот реальный ноль, о чем мне с ним рассуждать? Что я ему буду объяснять, если человек метелкой своей метет, пыль поднимает, а по фактам ноль? Маечка. Я могу в тазик тоже бросить, не перебивай меня, я могу в тазик камешек бросить, и там волны пойдут, да, но они пойдут в тазике. А это что такое? Кто он такой вообще? Не, ну смотрите, вот этот человек, который был здесь, да, говорил про вот этот конфликт, его логика понятна и проста. Вот он посмотрел на Газу, город с 2 миллионов населением, да, и увидел, что там руины сплошь и рядом, и что там гражданское население 70 тысяч умерло. И вот поэтому у него есть вопросы. Если он мне покажет могилы захоронения 70 тысяч, то у меня есть хороший знакомый, ну, как братан, да, Ави, и он готов заплатить каждому, кто принесет доказательства, что там погибли 70 тысяч. Могилы. Это, знаете, как Путин говорил, Рая, где деньги? Так Маечка, вот, красавцы, где могилы? Я деньги заплачу. Приготовлены несколько тысяч баксов. Кому нужны деньги, может, приведите когда-нибудь доказательства. Ты, секундочку, можно, Майя, пожалуйста, можно я закончу, да? Пожалуйста. Вот, не знаю, Ну, выкинули. заканчивай. Не, ну хорошо, А что тут заканчивать, когда осел хочу... пришел? Для Можно того, секундочку? чтобы разбирать, подожди, это чеченский эфир.
это чеченский эфир, приходит вот такая Тут мурло. тема не про Израиль, тут тема Приходит мурло, которое непонятно чем жестокость. занимается. Майя, секундочку, Что? Майя. Про жестокость и кто, как, с кем воюет, да? Вот, разговор об этом. пожалуйста, возьми за жестокость, Лазик, не подожди со своим Ближним Востоком. Вот, пожалуйста, возьми Чечню. Я не говорю о Ближнем Востоке. 300-400 тысяч людей смели. Вы вообще о чем говорите? О чем вообще вы говорите? Чего вы лезете в Ближний Восток? Посмотрите, сколько жертв у вас было. Детей, женщин, стариков гранатами забрасывали. Вы вообще о чем говорите? Да это вообще можно простить? Как вообще живет? Как вы живете? Как вы спите по ночам? Спокойно вы спите Лазин по не ночам? про 70 тысяч сказал, я сказал про то, что вы говорите 70 тысяч. Да, Я говорю с тобой о чеченском народе, которые положили вот так просто, да, одним росчерком пера 300-400 тысяч. О чем вообще говорить? Вы куда лезете? Тут арабы молотят друг друга так, что аж перья летят. А они, посмотрите, свой народ даже не ценят. Вы как спите? Вы как живете? Вы как кушаете вообще? У нас тут за каждого солдата люди, вой стоит по всему Израилю. У вас погибло сотни тысяч, а вы спите и жрете спокойно, даже не надрываясь. Да кто вы такие? Ослы, бараны. Еще и пытаетесь какие-то эти сказки по Ближнему Востоку изучить. На это время тратить. Да? Тратите эфир непонятно на что. Вы что, оборзели, вы обалдели, тупоголовые ослы. Лазик, понимаешь, Ближний Восток можно мусолить сколько хочешь, но нечего их пускать на нашу территорию. Нечего вам сюда лазить. Разберитесь, что у вас творится. Сотни тысяч людей погибло. Куда вы лезете? Тут они как бараны друг друга режут. Я вот хотел, Майя, вот Гардаш здесь есть такой тоже гость в эфире. Вы как вот относитесь на то, что Россия в 22 году напала на Украину? Вот это нормально? Это вот так вот? Там уже Я плохо отношусь к жертв. этому. Нет, как плохо? Вы комментировать вы вообще собираетесь? Ну, негативное отношение у меня к этому. И все, что ли? А что вы хотите от меня? Ну, вы русскоязычный человек, и вы где-то в Ближний Восток, у вас как бы, скажем так... Не у меня здесь человек был, который вот по поводу Ближнего Востока что-то говорил. Ну, эту тему вообще-то вы начали, насколько я слышал, потом просто тот, короче, туда увяз в эту тему, тоже непонятно. Там знаток, он тоже говорит, что 40-х годов по Ближнему Востоку. Вообще тут же сам говорит, кто еще со времен Советского Союза туда лезет. И тут же сам не понимает, что эту информацию, которую он слышал с 40-х якобы годов, он только из советского русского телевизора слышал. Вот поэтому я каждого, кто будет рот открывать, я его буду возвращать на свою родину. Нечего лезть туда, где вы вообще бараны полные. А я скажу мое мнение. Слава Израилю, победу Израилю и победа в Украине. И героям слава. Аминь. Вот это. Слава здравому смыслу. Да, меня считают многие фашисты, националист. Нет. Я желаю победу Израилю, чтобы Израиль победил над этими шакалами. Ну, ненавижу я их, вот этих уродов, арабов. Ненавижу их. Они напали на Израиль. Израиль отдал им отпор. Россия напала на Украину. Украина дает им отпор. И правильно. Так и должно быть. И дай Больше Бог переживаешь, победы. волнуешься. Я... А свободу Чечне не желаете? И победа Чечне. Над Россией тоже.
Слава Джакару Дудаеву. Я его очень уважаю. Вот так. Так, друзья, спасибо за пожелания. Короче, я это самое должен уже отключаться. Много разногласий. Я вот захожу. Ибрагим, я только перед тем, как вы закрываете этот стрим, Да. я хочу просто всем сказать, нечего вам лазить по Ближнему Востоку. Если вы не жили здесь, если вы не знаете историю, если вы не разбираетесь, что такое арабы, а арабы это не просто один народ, арабы делятся между собой, умоляю, не лезьте сюда, да посмотрите, что творится у вас под носом, как живете вы, как вы дышите вообще, как вы живете каждый день, зная, что сотни тысяч ваших собратьев, братьев и сестер погибли от чьих-то рук. Задумайтесь об этом, когда вы идете спать, когда вы встаете. Майя, это Вот я бы- неотъемлемая тема. Израиль, хочешь не хочешь, он будет здесь участвовать. Знаешь, по какой причине? Потому что здесь те же самые людоеды. Лазик, помолчи секундочку, секундочку. Я бы вот на месте русских, да, вот, я бы, я не знаю, вот я смотрю на вот этих солдат, да, я извиняюсь за откровенность, но прям в задницу дроны им залетают. И даже какие бы они там убийцы, головорезы осуждают, какими бы это ни, все равно на этих живых людей смотришь, там, ну, вот это то, что с ними происходит, а этим вообще по боку, я не пойму, вот там сидят, короче, и там Палестина это сделала, короче, американцы там индейцев, короче, что-то там сделали с индейцами, потом еще там Франция, короче, где-то там еще что-то сделала 200 лет назад. Вот об этом рассказывать я вообще не пойму. Еще Да нет, потом- почему? Миллион россиян, они плохо относятся к этому конфликту СВО. Какой конфликт СВО? Вы говорите, что им безразлично, никакого мнения не имеют. Никакого конфликта СВО нету, там просто тупо напали и пытаются захватить государство независимое. И просто мочат подряд гражданских и так далее. И своих вот этих пушечное мясо просто как это кидают, чисто вот так вот трупами пытаются закидать, да, там под дроны, под все Да. что угодно. Это точно, да. Я бы вот об этом беспокоился бы. Вот как будя русским, я бы не мог бы уснуть. Блин, как бы это все прекратить, что бы сделать, что это вообще происходит. Вы не Завтра поверите, об этом миллионы русских думают каждый день. Пока я не вижу, пока я вижу, что русские где-то в Палестине там через микроскоп что-то, это самое, в Израиле, еще где-то там в Сирии, где угодно. Так, ладно, друзья, я это самое уже поздно. Давай, Брайан, спокойной ночи. Все спокойной ночи. Всем всего хорошего. Прощаюсь со всем чеченским прощанием, да, там. Будьте свободными, Машой. Всем всего хорошего. Хорошо, спасибо вам большое, берегите себя.